Полгода борьбы за право на достойное жилье. Страх оказаться под завалами собственной квартиры и долгое ожидание переезда. В течение года наш филиал в Хангаласском районе отслеживал судьбу многодетной семьи из поселка Махсагалох, которая и по сей день ожидает переселения из аварийного дома по федеральной программе. Однако, к счастью, сегодня мать и трое несовершеннолетних детей наконец обустроены в маневренном фонде. Теперь здоровью и жизни семьи ничего не угрожает. Подробности у Виолетты Засимовой. С мая прошлого года многодетная мать-одиночка Ольга Захарова отстаивает свои права на улучшение жилищных условий. Напомним, героиня сюжета с тремя несовершеннолетними детьми проживала в аварийном доме по улице Молодежная, 15, где расходились полы, трескался потолок, были проблемы с электроснабжением. Опасаясь за жизнь и здоровье своих детей, Ольга попросила у администрации поселка временного пристанища до того момента, как заработает второй этап программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. На что и была предложена комнатушка площадью 18 квадратных метров в общежитии по улице Соколиная, 1. Однако условия предоставленного жилья немногим отличались от тех, в которых семья проживала. Надо пожалеть. Не дай бог сюда ее пустите, все. Гибель. Это же гибель, натуральная гибель. Ольгу не устроил вариант, предложенный администрацией. Женщина продолжила настаивать на выделении другого временного жилья. Оставалось одно – обратиться за защитой своих прав к уполномоченному по правам человека в республике и быть, наконец, услышанной. Омбудсмен взяла на личный контроль ситуацию и добилась, чтобы семью переселили в достойное временное жилье. Теперь могу сказать, что граждане могут быть услышаны. Не остаются один на один со своими проблемами. Главное не молчать о своей проблеме, о своей беде. И действительно, только после вмешательства правозащитника дело сдвинулось с мертвой точки, и более чем полугодовое обивание порогов кабинетов закончилось. Сейчас семья ожидает переселения в свое жилье и занимает 2 комнаты в маневренном фонде, предоставленном администрацией Махсагалоха. Хотелось бы сегодня отметить положительную нашу совместную работу с администрацией поселка Махсагалох по обеспечению соответствующим пока маневренным жилищным фондом Ольги Владимировны и ее семьи. Эта история – наглядный пример того, что каждый гражданин имеет право на достойное жилье, и каждый может быть услышан. Главное – не молчать и знать свои права. Если органы власти, правозащитники и граждане будут слаженнее взаимодействовать в решении возникающих вопросов, как показала эта история, то и жить, скорее всего, станет гораздо проще. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.